Вот эта поляна была белая в свое время. И цветы выпали, вот такие они стали. Семена, наверное, это зеленые вон. Короче, мы позавтракали, идем уже на рыбалку. Ходим. Менам tu еdes ka munan lysvada. За мной едят роса в некоторых местах. Я-то в болотных сапогах. Вот. Пешком пойдем примерно полчаса ходьбы до места рыбалки. И попробуем. По пути обратно будем идти, уже будем собирать грибы, если попадут. Потому что по сосновому бору будем обратно идти. Не понял, кто взлетел. Перья вон выпали. Беловатые перья. Не то боровая птица, не то дикий голубь. Давай вайлем тоже. Короче, решились помазаться. Комарье начало доставать. Фу. Тропинка. Идем по тропинке. Тулантик. Было время, когда я только на мотоцикле ездил. Все походы на восходе своем. И помнится, еще гонял по этой тропинке. Круги такие делал по тайге. А сейчас уже тропинки практически не видно. Еще лет десяток и сравняется. Ну, это говорит о том, что мало охотников здесь ходит сейчас. Раньше по этой тропинке там большое болото. Ой, бля, обманываю. Большое озеро весной, где я гонял на лодке по таежным озерам. Вот, эта тропинка ведет туда. И, короче, там охотники уток добывали все время. Один сходит, второй. Их много было охотников в те года. В каждой избушке по 5 человек, не меньше. Бывало там по 10 человек. Приходилось ночевать. Вот и черника. Местами черника так попадает на глаза. Вон они. Не скажу, что много тоже. Грибов вообще нету. Мы уже сколько идем. Нигде ни одного гриба я еще не видел. Видать только возле дороги и все. Больше нигде выхода еще нету. Еще повторно надо дожди, чтобы пошли пару дней. Ну, деревья свалились там на тропинку. Тогда, конечно, я объезжал тоже, но лучше была дорога. Вон я уже проскочил, вот тут проходила там тропинка. Валежников до хрена, очень много их. Но сюда не заедешь. Очень много вон, какие древесины вон валяются. Очень высокие сосны. И от ветра ломаются. Бывает от снега. Сырой снег, когда выпадает на верхушке, там накапливается, гнет дерево и где-то напополам он ломает. Ладно, нам еще идти немало. Вон первый гриб, очень большой, такие даже. Вот. И люди как городские вот так все берут. Вон. И хвастаются на фотографии, что вот хороший гриб, вон, рады, а не проверяя, что там внутри. Вот что там внутри вас ожидает. Такое категорически мы не берем. Ну, городские, видимо, не брезгливые, вон. Все подряд берут, варят. Противно даже на такой гриб смотреть. Фотографии, конечно, отличные получаются.
а внутри вообще жесть. А почему так? Потому что на улице тепло. В сентябре вот время грибной, когда уже прохладно и червей тогда вообще мало. В болотных сапогах я сегодня так запарюсь. Короткие сапоги не взял. Вот он, бор сосновый, муравейник. Муравьи активно еще работают, вон они тягают. Кто чего тащит, блин, бревна. 10 раз больше муравья. Раньше, когда много боровой птицы было, здесь всегда мы видели этих косачей, выводки. А сейчас вот собака спокойно себя ведет. Ну, никого нету пока. И сейчас они уже все на крыльях. Безопасно ходить. Что рябчики, что косачи. Вот такие дела. Может, когда еще встретим тут птицу. Редко по осени тут за грибами сюда захожу. Ну и по пути еще озеро там тоже смотрю. Смотрю этот. Уток. Вот дошли до озера. Тоже я здесь не рыбачил ни разу на спиннинг. Есть, нету тут рыба. Глубина, фиг знает. Короче, я тут проезжал вот весной на лодке. Сетями другое дело, ловится, но на спиннинг. Ладно, не будем терять мы время. Раз начали уже, пойдем до речки. Фу. Конечно, везде надо пробовать, чтобы знать. Один раз попробовал, и уже узнаешь, ловится где или нет. Это грузди. Вон они. Но они тоже вон, сразу моментально с червями уже. Кучей так растут. Здесь тоже такая тропинка. Здесь рыбаки ездят. Ельник густой. Прям как-то, когда идешь, ветрено, и когда нет солнца вообще, можно фильмы ужасов здесь снимать. Места такие. Вот очередной. Тоже уже старый. Но не быстро. Как бы выходят и сразу уже с червями. Но на черви раньше рождаются в этом грибе. Только тоже если поздней осенью. Тулан. Так, выше груди трава тут. Вон. Очень высокая трава. Очень тяжелая рыбалка тут. Фу. Под ногами ничего не видно. Куда идешь? Так. Где-то должна быть речка. Вот она. Ага. До речки дошли. Вдоль речки тропинку видим. Значит, кто-то тут тоже уже рыбачил.
В принципе, все, Денис, начинай. Тоже сейчас. Ну, кто-то ходил тут. Не то звери, не то люди. В принципе, не так глубоко. Терпимо. Посмотрим, может, кого-нибудь и поймаем. Первая рыба, ребят. Окушок. Вот это да, не ожидал. Его я отпускаю. Вон он. Тулан, конечно, мешает сильно. Очень сильно мешает. Опять в воду залез. Не лучше айды, блин. Все время в воде. Локтан, Денис. Фу. Так, места вроде нормально, но берег, конечно, не очень. Ровно полчаса. В воде я не смог сразу. Так, был ударчик долгожданный. Сейчас еще попробую. Давай, Денис, закинь. Может, на твою блесну этот. Ну, она щучка тут. Пили водички. И дальше рыбачить. Блин, такой удар хороший был. Но не взял. По зубам я чувствовал, это была щука. Такой звук челюсти такой был. Зубов. Фу, блин. Комарья, конечно, жарко очень на улице. Невозможно, жара. Все, она чуть-чуть больно ему. Сделал Олег. Вот и отстал. Ни на какое блесну не хочет брать. Пока без рыбы мы. Пока идем без рыбы. Тут тоже кто-то есть. Но может маленький окунь. Подходил и все, отстал. Разок подошел и отстал. Опять окушок. Чуть-чуть, блин, не успел включить камеру. Также окунь был. И, между прочим, неплохой. Что-то не нравится еще. Выплевывают. Значит, на этой реке больше окуня. Старая тропинка. Вон. Надеюсь, видно. Вот поднимается вон он. Вон. Любой охотник, в принципе, должен заметить это. Вот. Это выдры. Выдры тропинка. Вон. Вон.
Вот идет. И пошло-поехало. Значит, там река. Зигзагами туда пойдет река. Вон, туда прям идет. Вон. Вот так прям на солнце пошел. Пошла тропинка. Капканы поставить. Но это старая уже тропа. И уже, наверное, по этой тропе почему-то они не ходят. Так. Блес нас. С вертлюгом. Короче, щука. Блесну. Ну если с блесной ушел уже все. Да. Профукал блесну, короче. Сейчас заброс делаем. Вместе с карабинчиком ушел. Значит, перекусил ли мы? Без поводка, но перекусил тогда. Ну все, он уже лег на дно. В обшабу. Как так? А мы карабины сабу. Это и на щетли вроде это не запас. Бурлашисный. О, окушка дернул. Здоровый окуш, это уже будем брать. Сейчас карман пока затолкаю. Так. Хоть одну рыбу наконец-то поймали, блин. Так. Зацепилась у Дениса. Ну вот. Первая рыба Дениса. Ой, блин. Ой, блин. Уходит. Не мелкий он. Еще бы пару штук таких и на уху вполне достаточно. Нам много не надо. С таким клевом. Хотя бы несколько штук и то. Ну да. И вот одна щука ушла у Дениса там с блесной. Вон утка. Он сюда идет. Вон. Один почему-то еще не летает. Еще не летает. Тулан чувствует, но пока не увидел. Подсказывать не буду, вон он. Прямо на нас идет. Нырнул в траву. И потерялся. Такой хит. Вон он. К берегу идет. Прям под ногами у нас. Вон он. Вон. Чирок? Или не похоже? Почему он один, не понимаю. Утенок вот тут где-то. Это чирок, ребят. Я сперва засомневался, но сейчас оттуда прилетела мамаша у него. Так, сейчас где-то он тут.
Да и тоже берег крутой, не буду спускаться. А почему только одна птица, не знаю. Обычно выводки там 7 штук и больше. А здесь только одна. Или здесь крупная щука есть, который жрет все подряд. Или же еще какая-то причина. Но хитро так он ныряет. Он на другом берегу был, потом нырнул, а сюда куда-то затаился. Денису даже удалось показать. В основном всегда встречаешь стаю. Они как бы все вместе бегут по воде там. Так, 2 часа рыбалка уже. Чистая рыбалка 2 часа. Пока в рюкзаке один окунь. Дофига приходится ходить. Очень много. Ай, блин. Фу. Ну вот, снова кинем пару раз тут. Тулан впереди нас идет. Всех рыб пугает. Фу. Как обычно, вроде места хорошие. А вот клёва нету. Везде цепляется. Везде цепляется. О, находка. Находка у нас. Опа. Лодка без дна. Это еще старая лодка, видимо. Старая лодка еще без жести делали. Большая лодка. Мужичина тоже возили на этой лодке тут. Тулан лает. Это на воду лает он. Фу. Да. Два заброса и дальше идти. Где он вообще? Он там. Вода какая-то мутная. Прям какая-то коричневая. Видать, лишняя вода идет после дождей. Лох. Задними лапами не работает. Только передними это бьет и все. Все, пошли, все в сборе. Все в сборе. Тулан тоже на нашем берегу. Короче, примерно 2,5 часа мы порыбачили. И за это время только удалось поймать одну рыбу, окуня. Одна рыба ушла у Дениса. Щука была, не знаю по размеру какая, но ушла с блесной. Еще одного окушка я отпустил. И
были еще несколько поклевок таких. Ну, мелочь. Тоже окушки в основном. Ни одного подхода хариуса не видел. Короче, сейчас мы ориентировочно напрямик будем идти до Соснового Бора и уже до избы. Идем по такому ельнику. Фу. Очень жарко на улице, прям невозможно. Жарко и тяжело ходить по таким местам, вот, где вот все тебя задерживает. Это рыбалка на таких реках только надо осенью. Так. Ну что, примерно давай обойдем справа, наверное. Здесь болото небольшое, как я смотрел. Давно хотели уже в этих местах порыбачить. Попробовали. Посмотрели на... Как бы я здесь еще не рыбачил на удочку и уже понял, какие места тут. Глубина реки. Небольшое течение тут. В основном такое место для таких рыб, вот скажем, для щук, для окуня. Хариус в таких местах только зимует. На зимовку там собирается в таких ямах. А сегодня ни хрена. Даже и подхода не было. Ну вот. Фу.